Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 октября 2017 года, и мы вот с моим товарищем хотим для вас сделать небольшое объявление, в первую очередь для молодых людей. Здесь у нас в гостях директор педагогического технопарка Чеченского государственного педагогического университета Хаваджи Байсаров, он же один из лидеров молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат». И они проводят очередное очень интересное мероприятие, о котором сейчас Хаваджи нам расскажет и пригласит вас участвовать в этом мероприятии. Благодарю за приглашение. Мы действительно проводим очередной этап. Это проектной школы, назовем это так. Сейчас мы набираем команду, которую будем обучать. Это молодые ребята, наши студенты нашего университета, и в том числе и другая молодежь, которая не относится к нашему университету. Что за проект? Обучение проектной деятельности. Обучение проектной деятельности. В некотором смысле даже образовательная программа, которая будет идти 2 недели. То есть вы будете желающих учить писать проекты? Да, можно это вот так назвать. Так, у нас будет не просто теоретическое занятие. Мы будем на конкретном примере показывать, как все это делается. То есть у нас есть в некотором смысле наработанный такой опыт участия в молодежных форумах и вообще в проектной деятельности. Мы хотим этим поделиться. Также я хотел бы сказать несколько слов о проекте, который мы сами уже начинаем реализацию. Кстати, туда тоже мы приглашаем наших молодых ребят, которые уже именно тех, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью, то есть это бизнес-проект. Мы выиграли конкурс, грант на реализацию этого проекта на молодежном форуме Машук. Это будет проект, который в этом проекте мы для себя определили 2 задачи. Одна задача – это создание полноценного действующего бизнеса, то есть мы выиграли в номинации «Молодежное предпринимательство». Второе – это привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. То есть вторая часть этого проекта, каким образом будет работа происходить. Все, что мы делаем по созданию этого бизнеса, мы будем обо всем этом рассказывать. У нас весь процесс будет транслироваться и в соцсети, и будет специализированный канал специально на YouTube. То есть все, что мы делаем, мы обо всем этом будем рассказывать. Мы тоже в некотором смысле новички в бизнесе. С какими трудностями мы будем сталкиваться, как мы это все будем решать. Обо всем этом будем рассказывать. То есть, если молодой человек пытается построить бизнес, какие у него будут проблемы, трудности и как их преодолевать? Да, у нас в основном мы, если конкретно даже взять меня, почему многие молодые люди очень долго решаются прийти в предпринимательство, потому что это такая неизведанная для них сфера. То есть там на самом деле, когда мы сами тоже начали этим интересоваться, этим заниматься, это не так уж и страшно. То есть там есть такие же проблемы, как и в других сферах. Есть свои преимущества. Когда ты начинаешь этим уже заниматься, когда у тебя что-то свое ты делаешь, когда что-то меняешь в лучшую сторону, это очень сильно захватывает. Это не только получение дохода в классическом таком понимании, в некотором смысле даже я бы назвал это романтикой, потому что если с таким подходом к этому относиться, это очень интересно. Обо всем этом мы хотим рассказать, и вторая задача этого проекта не менее важная, чем первая, это именно привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Подытожим. Допустим, молодой человек, от скольки до скольки лет? Мужчины, женщины, парни, девушки? На самом деле мы не ставили такие рамки возрастные. Я думаю, что мы никому не откажем. Даже хотя это молодежь, но все равно даже если... Хорошо. Кто угодно может прийти, вы никому не откажете. У нас место есть. Отлично. Отлично. Второй вопрос. С какого по какое люди должны куда-то или прийти, или написать, или позвонить, чтобы принять участие? Желающие могут, у нас все контакты, все есть и в Инстаграме, и есть
телеграм-канал. Я их у тебя оставлю, буду благодарен, если ты как бы. Хорошо. Вот. Любой может написать, связаться с нами, со мной может, я есть и в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Телефон, по которому можно позвонить Да, и зарегистрироваться, да, ты мне сейчас дашь? Да, конечно. И мой телефон прямо сейчас, вот, когда вы смотрите, телефон прямо вот записан. Вот, примерно такие планы. Человек звонит по этому телефону и говорит, я хочу принять участие в таких-то обучающих мероприятиях. Да. До какого числа? До 9. До 9 числа вы можете позвонить и заявить о том, что хотели бы принять участие в обучающих таких семинарах. Да. Так, дальше. Сколько времени и по каким дням, в какое время дня будут проходить занятия? У нас прошлый опыт, который в прошлый раз, когда мы делали, нам показал, что у нас есть как бы 6 занятий. То есть мы 6 раз встречаемся. Как бы 7-я это уже участники презентовывают свои проекты. В целом, по общепроектной деятельности можно учиться всю жизнь, потому что там, у каждого конкурса есть свои требования. Но в целом понимание можно вот за эти занятия, в целом такое понимание, чтобы человек мог расписать свою идею, участвовать в конкурсе. Вот за эти 6 заданий мы постараемся это все дать. Мои знакомые, вот, к примеру, я могу привести пример Висраил, его студент ЧГУ, сейчас, по-моему, уже закончил. Он в прошлый раз на маршруте выиграл грант на создание студенческого телевидения «Студ-1». Он это сделал, причем сделал лучше, чем от него ожидали. Потом вместе с ним, он на первой смене был, я на второй, на этот маршрут он тоже поехал. И как бы продолжение этого проекта заявку подал и тоже выиграл. То есть у него сначала было студенческое телевидение, сейчас они собираются сделать студенческий медиа-холдинг. То есть, да, на самом деле просто все началось с идеи. То есть у них как бы есть канал, на YouTube есть канал, было студенческое телевидение, сейчас вот это действительно реально, вот ребята хотят сделать студенческий медиа-холдинг. Это на самом деле очень реально, это реализуемо, тут ничего страшного в этом нету. Я считаю, что это просто показательный пример, и в том числе и для нас, и для всех, кто хочет. Вы мне потом ссылки пришлете, мне тоже интересно. Да, конечно. Ребят, для чего это мы все говорим? Для того, чтобы объяснить вам, что выиграть, написать проекты, выиграть гранты, это реально. Это не значит абсолютно, что те деньги, которые вы выигрываете, они идут вам в карман, они к вам в карман, конечно, не идут. Они идут на реализацию проекта. Но по ходу реализации проекта, я не говорю о бизнес-проекте, я говорю сейчас о молодежном, общественном проекте. Но по ходу реализации проекта бывает, вы себе и своим товарищам, кто участвует в проекте, ставите зарплаты, правильно? Ставите зарплаты, ставите какие-то дивиденды, получаете с этого. То есть в том числе это, можно сказать, где-то и обеспечение работой. Да? Тем более, если у вас есть возможность поучаствовать в грантах и выиграть конкурс, где вам предоставят возможность на то, чтобы открыть свой какой-то бизнес, то это вообще очень здорово будет. Поэтому писать проекты в наше время очень важно. Уметь писать проекты в наше время очень важно. Поэтому Хважа очень хороший парень, и его коллеги, его друзья, вот у них очень хорошая команда. И то, что они делают именно не для галочки, а делают для того, чтобы реально принести пользу, для того, чтобы людей научить писать эти проекты, для того, чтобы людей научить этому. Вот тому, кто хочет, у кого есть какие-то интересы свои, пользуйтесь этой возможностью. Не каждый день такие возможности выпадают. Валай Бахмаду, действительно, что от Бекундая шлил шабу, пока Аму и Дудамуа. Чем больше вы будете уметь, чем лучше вы будете писать проекты, тем больше у вас шансов выиграть какие-то гранты, и тем больше шансов у вас добиться успеха в определенных областях. Я хотел бы одну вещь добавить, очень важную. Нужно всегда работу свою
в проекте строить таким образом, чтобы, например, допустим, ты получил какую-то поддержку, ну, в виде гранта, к примеру, государства, чтобы ты сразу предусмотрел возможность дальнейшего как бы развития проекта самостоятельно уже. Это особенно касается бизнес-проектов, потому что это на самом деле очень хорошая возможность, чем, к примеру, допустим, идти в банк, там, пытаться получить кредит и так далее. Если есть поддержка со стороны государства, у тебя есть возможность что-то свое начать, но если ты уже как бы сразу думаешь, как бы мне еще что-то получить, у тебя, наверное, навряд ли что-то получится, ты уже дальше должен сам, я сейчас не говорю о социальных проектах, там, наверное, ситуация немножко другая, именно проекты, связанные с предпринимательством. Здесь очень важный момент, чтобы ты уже заранее предусмотрел возможность и сам обеспечивал дальше развитие своего проекта. Мы в процессе реализации этого проекта попытаемся показать и это, как мы все, там у нас будет все открыто, в том числе и цифры, там, сколько мы получаем, сколько у нас какие убытки и так далее, чтобы это было интересно для молодежи. Все, отлично. Да, мы информацию размещаем тогда, будем надеяться, что наш эфир тоже оказался полезным. Давай, кто будет. Нам тоже сообщайте, что нам будет интересно. Я хочу поблагодарить тебя, Алиса, лично, потому что за твою работу, которую ты делаешь именно на этом канале. И сейчас я не говорю о других проектах твоих. Вот именно этот канал действительно очень таким социально полезным оказался. Да, я приглашаю тебя на встречу со студентами, чтобы ты рассказал, особенно о своей последней поездке. Это будет, я думаю, самое интересное.